На рассмотрении Народного собрания Ингушетии почти 30 вопросов, самые главные из которых парламентарии поставили в первую часть заседания. Депутаты рассмотрели назначение нового мирового судьи 12-го участка Ингушетии. Кандидат на должность мирового судьи Зарина Гетагазова трудовую деятельность начала в 1999 году. Была научным сотрудником Музея краеведения имени Тугана Мальсагова, главным специалистом Верховного суда Республики. До недавнего времени там же начальником отдела правовой информатизации, обобщения судебной практики и взаимодействия со СМИ. Всего в голосовании приняли участие 26 депутатов, 22 из которых поддержали кандидатуру Зарины Гетагазовой. Большое спасибо всем. Далее парламентарии заслушали итоги деятельности филиала «Газпрома» Межрегион-Газ «Назрань» за этот год. Так, за 23-й в Ингушетию поставлено свыше 700 миллионов кубов газа. Оплата населения за потребленный ресурс остается на низком уровне. Платит лишь только каждый четвертый. А вот юрлица расплатились по всем счетам. Уровень оплаты составил от поставленного газа 23,8%, от реализованного газа 38,2%. Дебиторская задолженность на 01.12 с учетом услуги Пятигорска составляет более 10 миллиардов рублей. Населению реализовано газа на 2 миллиарда 474 миллиона рублей. Оплачено 639 миллионов рублей, что составляет 25,5% от общего количества. Теплоснабжающим организациям поставлено газа на 13,1 миллион рублей, оплачено 11,2. Уровень оплаты составил 76,1%, что на 33,9% больше аналогичного периода. Расчеты бюджетных потребителей. Бюджетным потребителям поставлено газа на 185 миллионов рублей, оплачено 217 миллионов рублей, уровень оплаты составил 109,8%. Альберт Ильянов также рассказал о реализации программы социальной догазификации, потерях и незаконных потреблениях газа, привел сведения по бесхозным объектам газораспределения. После доклада депутаты смогли задать вопросы директору филиала. Улица за счет средств жителей кладут асфальт, приводят эту улицу в порядок, и приезжают газовики, значит, поднимают этот асфальт, прокладывают трубы и остаются непонятные неровности на этой улице, они их не закрывают. Вот это второй вопрос. Эту работу производят подрядные организации, которые напрямую с «Газпром Межрегионгаз» Санкт-Петербург заключают договор и таким образом проводят эту работу. Но все работы, они согласованы с администрациями. По поручению главы республики он несколько месяцев назад поднял этот вопрос и непосредственно перед «Газпром Межрегионгаз» и подрядной организацией СГК о том, чтобы эти компании после того, как они завершат свои работы, благоустройство этих территорий брали на себя и, соответственно, устраняли те, скажем так, нарушения, которые после них остались. На заседании заслушали и предложения Минфина Ингушетии. Так, сразу в 3 чтениях приняли изменения в законе о приостановлении действий некоторых законодательных актов республики. В случае принятия данного закона высвобождаются средства республиканского бюджета в 2024 году в сумме 189 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на софинансирование так называемого универсального пособия, размер которого на 2024 год составит 1 109,5 миллионов рублей, с ростом к 2023 году на порядка 300 миллионов. Принятие данного законопроекта не значит, что мы не будем работать с той категорией лиц, которая не будет получать данное социальное пособие. И будем прорабатывать меры по доведению до лиц, которые не получают ни универсального пособия, ни какого-либо иного, до доведения до таких лиц. Определим эту категорию и разработаем мероприятия, чтобы данные суммы до этих лиц доводились. Еще одно изменение, которое предложил Минфин Ингушетии, касался повышения заработной платы некоторых категорий граждан. Инициатива была одобрена депутатами в первом чтении. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.